Хорошо, а почему вы запрещаете поздравлять с этим праздником, говорят они. Невежды возражают, почему запрещаете поздравлять? Мы скажем им, а вы считаете, что вот это добро, да, это проявление добра и толерантности. Это добро поздравлять людей с заблуждениями, с обрядами, которые пришли от сатаны на самом деле, с празднествами, которыми недоволен Всевышний Аллах, поздравлять людей с этим. Это добро. С чем вы поздравляете людей? С многобожием поздравляете их, с грехами поздравляете, с падением в пропасть. Вот это странные представления о добре, странные представления о милосердии на самом деле. И в моих словах никакой попытки расколоть общество нет. Если кто-то думает, он раскалывает общество. Нет. Наоборот, это милосердие к моим соотечественникам и к окружающим. Вот если ты видишь, что кто-то идет по дороге, и знаешь, что в конце этой дороги там обрыв, пропасть, сейчас он пойдет в эту бездну, а он идет туда и веселится при этом, и радуется. Что будет милосердием с твоей стороны, о раб Аллаха? Сказать, не буду мешать, пусть веселятся, пусть радуются, что я буду портить радость людям, пусть идут, что буду раскалывать общество, вот это сплоченное, которое так радостно все вместе идут в бездну. Это будет милосердие? Или милосердием будет кричать им: стойте, стойте, куда вы? Фаина тазабун, куда вы идете? Вот ты видишь, что люди идут по пути греха, по пути ширка, многобожия, язычества, к адской бездне идут, куда они потом падут, навеки вечные, никогда оттуда не смогут выйти, и ты поздравляешь их с этим. Радуешься вместе с ними, не хочешь портить их радость. Разве это искренность, разве это доброта, о рабы Аллах? Не сейте раскол в обществе, говорят они. А разве не за попытку раскола общества устраивались гонения на Иисуса? На Иисуса, сына Марии. Разве не за это были гонения, что он хочет расколоть общество? И на Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не за это разве были гонения? Если ты хочешь добра к людям, если ты зовешь людей к истине, вот тебя тогда не должна останавливать боязнь быть обвиненным в попытке раскола. Более того, то, что тебя будут в этом обвинять, если ты искренний человек, то, что тебя будут в этом обвинять, это неизбежно. И нет защитника, кроме Аллаха. Если ты увидишь, как кто-то простирается, делает поклон, суджуд перед идолом, ты видишь, как кто-то простирается перед идолом, и мусульманин подошел к нему и говорит: поздравляю тебя. Ты не возмутишься разве? Ты возмутишься, ты станешь упрекать этого мусульманина. Почему ты его поздравляешь за то, что он кланяется идолу сейчас? Почему ты удивляешься, когда мы отказываемся поздравлять людей с явлением гораздо, может быть, даже более страшным? Потому что это не один человек, не индивидуум сейчас поклонился идолу. Это целые массы людей впадают в многобожие, в грех, тонут в многобожии, взывают там к святому Николаю или верят в какие-то новогодние деревья, или загадывают новогодние желания, составляют, читают астрологические прогнозы, гороскопы на Новый год. Сплошное язычество, многобожие, грехи. И вот это безумие, оно же охватывает целые массы людей, в том числе мусульман. И оно же потом впитывается твоими детьми. Аллаху Акбар. А ты говоришь, что в этом плохого? Почему ты удивляешься, я тебе скажу. Просто когда люди кланяются идолу, и кто-то подходит, поздравляет, ты это не видишь. Такое практически ты не увидишь. А вот это все идолопоклонство, которое связано с Новым годом, это ты видишь с детства. Ты просто привык к этому. Поэтому ты уже это не замечаешь. Поэтому арабы говорят: «Касратуль имсас тукаллилуль ихсас». Частый контакт, он притупляет чувства. Когда мы часто видим грех, мы просто уже привыкаем к нему и потом не обращаем на него внимания. Что может быть мерзостнее, что может быть несправедливее, чем ширк, чем многобожие? Если кто-то убьет твоего отца, или убьет твою мать, или убьет твоего ребенка, и потом этот день, когда он убил, он будет праздновать и радоваться, ты тоже будешь радоваться вместе с ним, поздравлять будешь его, одобрять. Аллаху Акбар. А сейчас ты имеешь дело с ширком. Если ты будешь поздравлять человека, который убил твоего отца в тот день, когда он убил отца, поставить диагноз какой тебе? Сумасшедший! Что с вами, мусульмане? Неверие в Создателя, предание ему сотоварищей, поклонение кому-то кроме него, неверие в пророков. Все это преступления гораздо более чудовищные, чем даже убийство. Неужели до сих пор это вы не понимаете? Те, которые говорят «Ля иляха илlallah, Мухаммадун Расулуллах». Самая страшная несправедливость — ширк. «Инна ширка ла зульмун азим».
Аллах Субхану Тааля говорит, поистине многобожие, великая несправедливость, великое беззаконие, а вы радуетесь ей. Покушение на право вашего Создателя происходит, а вы веселитесь, поздравляете друг друга. Люди заблудились, а вы вместе с ними хотите идти с ними в пропасть, вместо того, чтобы их предостеречь. И вот тот, кто спокойно и одобрительно смотрит на вот эти языческие обряды, одним из явных обрядов являются вот эти вот празднества, тот не может почитать обряды Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля сказал, «Залика ва ман юаззим ша'аир Аллах, фа инна мин такваль кулуб». А кто возвеличивает обряды Аллаха, то это из богобоязненности сердца. Поэтому, если ты так легковесно смотришь на то, как попирается религия Аллаха, если ты доволен обрядами неверия, значит, ты не почитаешь обряды, которые установил Аллах Субхану Тааля, а значит, твоя богобоязненность и твой иман под сомнением. И еще скажу, о раб Аллаха, не обольщайся тем, что большинство людей в этом. Когда ты видишь, что все же это делают, не обольщайся этим. Потому что большинство людей в заблуждении. Аллах Субхану Тааля сказал, «Ваин тутай аксара ман фил ард юдиллюка ан сабилилля». Если ты последуешь за большинством тех, которые на земле, они тебя собьют с пути Аллаха. И яттабиуна илля занна, ва иннум илля яхрусун. Они следуют только за предположениями. Они только строят догадки. Обитателей ада больше, чем обитателей рая. Аллах Субхану Тааля говорит, я наполню гиену людьми и джиннами. И каждый, не смотри, что много заблудших, каждый будет принимать страдания и ответствовать перед Аллахом Субхану Тааля поодиночке. Вы пришли к нам поодиночке, вы придете к нам поодиночке, говорит Аллах Субхану Тааля. Как мы создали вас впервые. И оставите то, чем мы вас наделили, из мирских благ, из родственников и прочего, все оставите позади себя. Все останется на земле, ты один придешь к Аллаху Субхану Тааля ответствовать за себя, и никто тебе не поможет. Поэтому остерегайтесь, о верующие рабы Аллаха, любого участия во всех этих вакханалиях, потому что верующий не может быть доволен проявлением неверия и любым грехом. Берегите себя, берегите свои семьи, особо берегите своих детей. Потому что дети – это такая категория, которая наиболее подвержена и уязвима перед любой пропагандой, перед любой идеологией, которая подвергается влиянию, подвергается обману. Сами себя вспомните. Вы, которые росли, может быть, в советское даже время, некоторые из вас. Когда вы были маленькие, ведь вам же пытались исказить ваши представления о реальности, вам же внушали ложь. Вам же пытались навязать какие-то искаженные понимания о смысле жизни, о счастье. Аллах Субхану Тааля да смилостивился над вами. Он вас привел к истинному пути, в то время как большинство человечества, оно в заблуждении. Но вот неужели вы позволите, чтобы так и ваших детей тоже с детства приучали вот к этой лжи, чтобы они росли вот такими бесполезными фантазерами, которые живут всякими нелепыми суевериями, разными фантазиями, что Дед Мороз принесет подарок, попроси у Деда Мороза, у Святого Николая, елочку поставим, принесет удачу. Неужели вы позволите формировать у вашего потомства искаженные представления, искаженное восприятие вообще реальности, смысла жизни? Чтобы потом этот ваш ребенок в лучшем случае, это в лучшем случае, чтобы потом в течение всей жизни, когда наступает 31 декабря, он боролся с собой все время, чтобы изгнать из своего сердца вот эти вот теплые чувства. Люди впадают в такие теплые воспоминания о детстве, когда слышат какой-то звон колокольчиков, там, или видят елочку, или бой курантов, там, грохот салютов, и начинает человек бороться с этим. Вы хотите, чтобы ваш ребенок это впиталось в его сердце, и потом в лучшем случае, если он будет верующий, понимать, что это плохо, будет каждый раз с этим бороться, то защитите своих детей. Защитите своих детей. Аллах Субхану Тааля говорит, защитите себя и свое потомство от адского огня. Если сейчас в него заложат неверные представления о жизни, реальности, он потом будет нести их всю жизнь. Объясняйте ему, что истинная радость, ребенку объясните, что истинная радость может быть только в служении Аллаху Субхану Тааля, в покорности. Что настоящее счастье – это счастье вечного мира, что все остальное – это тлен и это обман. А некоторые говорят, ну это же не религиозный праздник. Как же это не религиозный праздник? Это религиозный праздник. Лгут те, которые говорят, что это не религиозный праздник. Доказательство этого – сознайтесь,
Сознайте, что человек, который отмечает Новый год, он же непременно испытывает к этому празднику, к этому дню какое-то особое чувство, как к чему-то святому, как к чему-то дорогому. Он связывает с этим днем свои надежды, что, может, Новый год принесет счастье. Более того, установлен даже строгий религиозный обряд. Как в религии, да. Новый год, обряд строгий, расписанный, неизменный. Там есть свои фарзы, там есть свои мустахаббы, желательные вещи. Фарз это елочка, еще что-то. Мустахаб у них желательно, это домашний праздник провести дома, в этот день чего-то там не подметать, еще чего-то. Есть свои харамы у них в этот день. Нужно загадать желание. Сколько там язычества. Одни только эти гороскопы, год осла, год петуха, год, не знаю, козы. И что будет в этот год? Одно только это. А вы говорите не религия, не религиозный праздник. Это религиозный праздник. Это религия, но только не религия Аллаха. Это религия дьявола, сплошное нагромождение лжи, язычества, ширка, суеверий, греха. И кто верит в Аллаха и в судный день, кто следует за Божьими пророками, тот не может иметь ничего общего вот с этим вот древним языческим праздником. Пусть Аллах Субхану ва Тааля упасет всех нас и упасет наше потомство от многобожия и всех его проявлений.